Ассаламу алейкум, приветствую вас на канале инноваций горизонтальных связей. Очень приятные новости приходят из Ингушетии. С каждым днем мы как бы издалека радуемся, сопереживаем, когда что-то хорошее, радуемся, когда что-то плохое, сопереживаем. И вот очередной такой радостный момент, только он меня немножко запутал. Я прошу подписчиков и не подписчиков тоже помочь мне как-то разобраться в этой ситуации, потому что я не совсем понимаю, что происходит. Итак, мы здесь видим, что это сайт правительства Ингушетии, официальный сайт. Вот, официальный сайт, видите, вот здесь написано. Давайте мы сделаем чуть покрупнее страницу, чтобы было лучше видно у нас. Может быть, с экрана там не всем будет видно. То есть, это официальный сайт Республики Ингушетия. Здесь у нас такое объявление. В Ингушетии построят мукомольный комбинат с элеватором за 484 миллиона. Он будет производить с мощностью 100 тонн зерна в сутки. И так далее, и так далее. Это меня очень порадовало. Потом я смотрю на этом же сайте информация. Крупнейший в России мукомольный комплекс открылся в Ингушетии, в Карабулаке. Там же построен, только он уже, они походу, я так смотрю, думаю, что он уже настоящий гигант мукомольного производства. Мощность только первой очереди составит 1200 тонн переработки зерна в сутки. Все бы хорошо, но один момент, как бы их надо ставить вот так, эти две новости, потому что новость о том, что крупнейший в России мукомольный комплекс открылся в Ингушетии, это новость, ну как бы размещена информация на официальном сайте Республики Ингушетии в 2013 году. В 2013 году его уже построили и сдали. И я даже помню, как там Евкуров что-то резали ленточки и говорили, что гигантский мукомольный завод с мощной производительностью, чуть ли не полмира будем обеспечивать мукой. А это 23-й год, то есть это вот полгода назад. В Ингушетии построят комбинат с элеватором мукомольный. То есть у нас в Ингушетии гигантский мукомольный завод, то есть предприятие является гигантом мукомольного производства, мощность только первой очереди 1200 тонн переработки зерна в сутки, и при полной загрузке он будет 2400 тонн в сутки. Это, короче, эшелон, эшелон зерна в сутки можно будет высыпать, и эшелон, железнодорожный эшелон 2400 тонн. То есть его уже построили в 2013 году. Может быть, правительство Ингушетии не в курсе? Или он работает с такой производительностью уже, и его не хватает, и Ингушетии нужен еще один мукомольный комплекс. То есть 2400 тонн в сутки производительность уже построенный и сданный в 2013 году. Его производительности не хватает. Нужно построить еще один мощностью 100 тонн в сутки. То есть 24 раза слабее производительность, чем у того, что построили и сдали в 2013 году. Я что-то не совсем понимаю. Прошу вот подписчиков там, ну,
Сомневаюсь, что на мой скромный сайт, то есть на мой скромный YouTube канал зайдет кто-нибудь там из правительства, чтобы некогда там занятые люди у нас занимаются важными делами, я поддерживаю, рад. Но, может быть, в Карабулаке там люди, я не знаю, может быть, там какой-то этот Бермудский треугольник, может быть, он исчез, вот этот гигантский мукомольный завод, и поэтому он нужен. Может, если там они исчезают куда-то, может, в другом месте, более такой неаномальном месте построить, если в Карбулаке, ну, так подозрение возникает, что он куда-то испарился, исчез куда-то, он там черную дыру или там этот утонул в океане, где-то там что-то случилось, может быть. Ну, в общем, мне нужна информация, а то у меня такой вот этот диссонанс, как бы. Спасибо за внимание. Жду компетентное, как бы, мнение людей, жителей Карабулака там, или вообще подписчиков моего канала. Ассаламу алейкум, Василий Соломаш.